Вот так в Таджикистане испортилась всякая человеческая мораль. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой громкий скандал произошел в стране. И почему многие были просто в шоке. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и самых главных событий. Комитет по делам религии Таджикистана заявил, что пока неизвестно, когда таджикистанцы смогут отправиться в хадж. Об этом заявил председатель ведомства Сулаймон Давлатзада на пресс-конференции в Душанбе 8 февраля. Посольство Саудовской Аравии в Душанбе выступило с заявлением о том, что получение паломнической визы в Таджикистане является бесплатным, и информация о том, что виза стоит $500, не соответствует действительности. Заявление было сделано посольством Саудовской Аравии 11 февраля. Заявление посольства последовало вслед за статьей независимых изданий, в которой сотрудник одной из компаний, занимающейся отправкой граждан в Малый Хадж, сообщил, что около $500 от выплаченных паломниками денег уходит на визы и сборы в Саудовской Аравии. Запрет на совершение паломничества под предлогом противодействия распространению эпидемии COVID-19 сохраняется с 2020 года. Из Таджикистана выезжать в Саудовскую Аравию для совершения хаджа запрещено, причем длительность запрета не установлена. В свою очередь, многие таджикистанцы пытаются отправиться в паломничество через другие страны. А как вы относитесь к такой ситуации, если ведь действительно эти визы бесплатные, а у нас в Таджикистане просто пытаются нажиться на верующих людях? Это же просто аморально. Как мы до такого докатились? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Посольство Королевства Саудовская Аравия в Таджикистане, комментируя этот вопрос, заявляет, что виза для совершения умры выдается посольством. Сообщение о том, что королевство взимает плату за выдачу виз для паломничества, являются необоснованными, говорится в заявлении посольства. В заявлении также отмечается, что визы для совершения хаджа являются бесплатными, а для совершения малого хаджа посольство бесплатно выдает визы компаниям, имеющим лицензию Комитета по делам религии Таджикистана. Сулаймон Давлатзада пытался оправдать запрет тем, что якобы из Саудовской Аравии каких-либо разрешительных документов для совершения хаджа пока не поступало. По его словам, неизвестно, какими будут условия для совершения хаджа. При этом он не сообщил, был ли сам факт запроса со стороны правительства Таджикистана. Радио Азади недавно опубликовало статью «Монополия и препятствия для совершения малого хаджа из Таджикистана». В материале говорится о том, что до недавнего времени граждане Таджикистана могли совершать хадж умра, малый хадж, только посредством двух компаний – Расул Сахтмон и Армон. Эти компании имели монополию и исключительное право на организацию поездок в хадж. Вполне возможно, что из-за того, что организация хаджа была ограничена двумя фирмами, это стало одной из основных причин высокой стоимости паломничества по сравнению с некоторыми соседними странами. А как вы оцениваете такую ситуацию внутри страны, и не только из-за паломничества, а из-за того, что в Таджикистане всячески пытаются нажиться на людях, и это никто не контролирует? Такое ощущение, что антимонопольной комиссии у нас в стране просто нет. Свои ответы по поводу всего этого. И как вы думаете, почему это сложилось? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на это все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.